Месяц Рамадан – один из самых долгожданных событий в жизни каждого верующего. Время благодати и усердия в поклонении своему Господу. Соблюдение поста в это время предписал для мусульман Всевышний Аллах. Это один из 5 столпов ислама. Подготовление к благодатному месяцу верующие начинают задолго до начала первого поста. Учатся читать Коран, соблюдают ежедневные сунны, улучшают свой нрав. Также мусульман беспокоит и правильное соблюдение поста. Возникают вопросы, на которые могут дать ответ только ученые из числа мусульман. Телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова провела опрос среди населения, где жители Чеченской Республики смогли задать свой вопрос богослову. Нарушается ли пост из-за крови из носа? Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, если у постящегося пошла кровь из носа, то его пост не нарушается. Однако во время кровотечения из носа человек закидывает голову назад. В таком состоянии он должен остерегаться, чтобы эта кровь не попала в желудок. И если постящийся будет остерегаться вышеперечисленных действий, то его пост из-за крови из носа не нарушается. Таравих намаз. Положение в исламе. Фард или сунна? Таравих намаз не является обязательным. Это сунна. Пусть Аллах сделает нас из тех своих верующих, которые возродили сунны среди уммы посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, и пусть Всевышний в судный день соберет нас под знаменем его любимца. Таравих намаз также является действительным, если совершать его в одиночку. Намерение у него должно быть следующим. Я намереваюсь совершить 2-ракаатный таравих суннат намаз ради Всевышнего. Однако суннатом, подтвержденным всеми 4 имамами мазхабов, является совершение таравих намаза в джамаате. 6 постов в месяце Шавваль после Рамадана, когда лучше начать поститься. 6 постов месяца Шауаль, которые начинаются после Рамадана, лучше держать сразу после дня Ид-аль-Фитр. Также допустимо соблюдать 6 постов в любой из дней месяца Шауаль. Это тоже является частью сунны. Однако перед Всевышним наилучшим является поститься сразу после первого праздничного дня. Нужно ли предупреждать постящегося знакомого, если он из-за забывчивости начал принимать пищу? Если постящийся из-за забывчивости начал принимать пищу или пить воду, то на это можно привести хадис посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: «Пусть тот, кто, будучи постящимся, поел или попил по забывчивости, доведет свой пост до конца, вспомнив о нем, ибо его накормил и напоил сам Аллах». В исламском праве большие ученые отметили, что прием пищи из-за забывчивости не является греховным. И если это не является греховным, то и напоминать постящемуся о его забывчивости не является обязательным. Но если верующий понимает, что его друг будет рад, если он напомнит ему о таком, то доставить такую радость будет лучше. При купании что нарушает пост? Если постящийся совершает большое омовение, будь оно обязательным или добровольным, к примеру, перед пятничной молитвой, то он должен быть предельно осторожным. Нельзя допустить, чтобы вода попала в организм через рот, нос, уши или другим путем. Если он будет остерегаться действий, приводящим попадание воды в организм, то его купание, добровольное или обязательное, не нарушает пост. Пост во время перелета. Для разговения нужно придерживаться времени вечернего намаза страны вылета или страны прилета. Если верующий сделал намерение соблюсти пост, находясь в одной стране, а затем улетел в другую, то он будет придерживаться времени разговения той страны, куда он прилетел. К примеру, если время вечернего намаза в стране, где постящийся сделал намерение, наступает в 5 часов,
а в стране, куда он прилетел после, азан на вечернюю молитву звучит в 6 часов, то он совершит разговение по местному времени, то есть в 6 часов.